Не посаженные, а заниженные – всероссийский девиз любителей низкой посадки автомобиля. Этот формат уже охватил всю страну, в том числе и наш город. В основном это машины отечественного производства разных годов выпуска. Ярые фанаты не останавливаются на низкой посадке. С помощью пневмоподвески они могут поднять и опустить свою машину. Им нравится выделяться на трассе и привлекать внимание, хоть и не всегда положительное. В то время как многие производители машин бьются за увеличение дорожного просвета, автомобилисты принудительно опускают своего железного коня. Они собираются на общих встречах, чтобы показать, как прокачали свои авто. Фанаты посаженных машин пользуются особой популярностью у тех, кто только делает первые шаги в сторону этого автомобильного движения. На их машины смотрят с особой восторженностью. Измеряют расстояние дорожного просвета и звуковое давление сабвуферов. Об оснащении своих машин они знают все. Ведь большинство собирали их своими руками. Есть система, да, колхозная, из обычного газового краника, которая позволяет с салона на руле кнопка. Форсаж ставил, нажимаю и пошла, короче. Вот. Все сделано на машине. Коробка, ряд, пара, регулятор, давление топлива. Все дорогое, все оригинальное. На движение БПАН можно смотреть по-разному. Сотрудники ГИБДД часто подозревают участников в нарушении общественного порядка. Водители постарше смотрят косо и с легким пренебрежением. Но в защиту лоурайдеров можно точно сказать, что они самые тихие водители. Ведь скорость передвижения по нашим дорогам у них, как и подвеска, невысокая. Как показывает практика, движение может не протянуть долго. В Ставропольском крае уже введен запрет на изменение клиренса от паспортных данных более чем на 50 мм. Введение запрета планируют в Краснодарском крае и Ростовской области. Пока санкции Северную Осетию обходят стороной. Наталья Алексеева, Осетия ТВ.